Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я рада вас всех приветствовать на интеллектуальной битве «Эрудиты». И принимать сегодня участие будут довольно интересные команды. Это Ингушский ТЮЗ против команды Героя Ремарка. Я рада вас всех приветствовать. Давайте для начала познакомимся. Ингушский ТЮЗ, вам слово. Так, прежде всего, это Дугурхан Хаутиева, народная артистка Республики Ингушетия, ведущая актриса театра юного зрителя. Замечательно. Так, следующий у нас идет замдиректора по организации зрителя Хадзиев Аслан. Ну и замыкает нашу команду такой напористый, молодой актер, заслуженный артист Республики Ингушетия Цуроев Азамат. Ну, а я, народный скромный директор театра, народный артист Республики Ингушетия Муса Хадзиев. Очень приятно, спасибо. Героя Ремарка, вам слово. Мы все сотрудники Ингушского госуниверситета. Это Мартазанова Лева, Гапурхаев Тимур, Бекова Шафиат и я, Алихан Патиев. Спасибо, очень приятно. Что ж, я рада вас всех приветствовать. И давайте посмотрим, что же сегодня получится. Поехали! Итак, команды, мы начинаем первый тур. В этом туре вы услышите 8 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 20 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 2 балла. Столицей какого островного государства является Антананариву? Итак, команда, время вышло. Пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Значит, мы так поэрудировались и решили, что это остров Мадагаскар. Мадагаскар. Вы уверены в своем ответе? Предположительно. Будем посмотреть, да? Хорошо, ваш ответ. Я знал, что когда-нибудь мне пригодится это знание. Столица Мадагаскара Антананариву. И это правильный ответ, по 2 балла каждой команде. Архипелаг ГУЛАГ и «Один день из жизни Ивана Денисовича» – это, пожалуй, самые известные произведения какого русского писателя-диссидента? Итак, команды, ваши ответы. Герои Ремарка, вам слово. Мы с командой решили, что это Солженицын. Солженицын. Да. А вы как решили? Ну, мы тоже так немного надо было совещаться, чтобы это знать. Тоже Солженицын. Наш ответ. Солженицын – это правильный ответ. По 2 балла каждой команде. Кто является автором слов песни «Лории Нан» в исполнении Лемы Нальгиевой? Вы знаете расположение? Я думаю, что это, конечно, писатель. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Ну, мы считаем, что это Хамзат Беков. Вы уверены в своем ответе? Разумеется. Разумеется. А в каком ответе уверены, либо нет вы? Честно говоря, мы тоже считаем, что это Хамзат Беков. Не могу сказать, что мы уверены, но гипотетически, да. Я скажу только то, что Хамзат Беков написал мелодию, музыку, да, к этой песне.
а слова Мухаммеда Тачиева. Какое море с 3 сторон, окруженное Россией, расположено к северу от Японии? Итак, команды, время истекло. Герои ремарка, вам слово. Наш ответ – Желтое море. Точно? Пришли к этому выводу. А какие версии еще были? Больше не было версий. Сразу же решили, да. Пришли, да? Хорошо. Какое море у вас? Ну, мы считаем, что это Охотское море. Так, а какие версии еще были? Ну, версии были про Баренцево море, но это слишком северно получается. Слишком. А вы уверены в своем ответе? Ну, предположительно. 50 на 50. Да. А правильный ответ – Охотское море. 2 балла в вашу копилку. Как в математике называется возможность того, что что-то произойдет? Время вышло команды. Ингушский ТЮЗ. Вам слово. Так, ну поскольку мы в основе своей гуманитарии и к точным наукам не прицелены, Так. вот, ну у нас есть своя версия, да, ответа на этот вопрос. Ну, думаю, что пальма первенства за нашими эрудитами напротив будет. Но мы говорим так: теория вероятности. Что-то возможно произойдет, да? Да, что возможно может произойти. Угу. А как считаете вы? Раз прозвучало слово «что-то возможное», то мы тоже логически пришли к версии теория вероятности. Вы думаете одинаково. По 2 балла каждой команде. Во время какой войны состоялась битва в Коралловом море? Итак, команды, время вышло. Пожалуйста, герои ремарка. Мы слушаем вас. Мы думаем, что это Вторая мировая, но никакой уверенности в этом нет. А еще о чем-нибудь думали? Русская, турецкая, русско-японская, возможно, но вряд ли русско-японская. И остановились на Второй мировой. Да. Ну и сейчас узнаем, что тут происходит. Ваш ответ? Мы не научные сотрудники, мы просто артисты. Мы решили, что это русско-японская война. А версии еще были? Были, русско-турецкая была. Мы решили точечно так. Сражение в Коралловом море, произошедшее с 4 по 8 мая 1942 года, было одной из самых значительных морских битв на Тихоокеанском театре действий Второй мировой войны. Оно произошло между соединениями императорского флота Японии и силами союзников из США и Австралии. Данное сражение было первым столкновением авианесущих соединений, а также первым случаем в истории, когда корабли не видели судов противника и не сделали ни одного выстрела друг по другу. 2 балла в вашу копилку. Назовите автора повести «Призыв».
Итак, команда «Время и стекло», Ингушский ТЮЗ. Мы слушаем вас. Поскольку мы тут хвастались, что мы гуманитарии, а на самом деле, в общем, у нас версий было много, но мы остановились на... Боков. Ахмед Боков. Ахмед Боков, да. Гуманитарий, зато математика неплохо у вас идет. Да. Ваш ответ? Мы единогласно пришли к выводу, что это Идрис Базоркин. Вы уверены в своем ответе? Да. Ну и замечательно. Идрис Базоркин приносит вам 2 балла. И последний вопрос этого тура. Каким напитком известен индийский город Дарджилинг? Они пьют его, это как водка, но белая, у них праздник. У них праздник бывает. Что ж, команды, время истекло. Пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. У нас были мысли. Мы помним, у них праздник красков бывает, они его пьют, это их национальный напиток, вроде белый, немного опьяняющий. Но название мы не вспомнили, к сожалению. Под языком стоит, но не вспомнили. Так, интересно. Ваш ответ? Ну, мы немножко попроще отнеслись к этому. Это чай. Просто Просто чай. Индийский чай приносит вам 2 балла. Итак, первый тур подошел к концу. Все было очень интересно и занимательно. 10-10. Итак, команда, мы начинаем второй тур. В этом туре вы услышите 10 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по 3 балла. Какая мускульная трубка идет от глотки к желудку? В общем, мускул, который... Кромки язычка стохла. Там есть Это мое вариант. Как еще? Как ты говоришь? Часто болит. Это было видно, что это Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Ну, мы считаем, что это трахея. Точно? Наверное. Хорошо. Ваш ответ. Мы посовещались и пришли к выводу, что это пищевод. Еще версии были? Нет, Трахею не вспоминали? нет. Ну и правильно. Пищевод приносит вам 3 балла. Из какого фильма эта фраза? Неподкупная моя, вовремя предать – это не предать, это предвидеть. Пиши. Это твой рюкзак. Но фильмы это наши, конечно. Однако, Это вам не Базоркин, Идрис. Что ж, время вышло. Герои ремарка, вам слово. Была такая советская комедия, я ее в детстве очень часто смотрел, у нас была кассета. Это фильм «Гараж». Чей фильм? Фильм Эльдара Рязанова, а эти слова сказал, если не ошибаюсь, Валентин Гафт, но не уверен. Ваш ответ. Ну, мы тоже так решили, потому что фильм этот отечественный, мы его знаем очень хорошо, знаем народного артиста Гафта, Эльдара Рязанова. Это фильм «Гараж». Гараж – это правильный ответ. По 3 балла каждой команде. В каком селе родился ингушский поэт и писатель Хамзат Сосьевич Осмиев? Моя дочка работает в нашей школе. Мне кажется, в любом непонятном ситуации может быть. Что? Нет, дочка замужем. Скажи еще раз. Тебе нет, кажется? А?
Нет, это все есть, сказали. Это есть. Нет, Черт. Скажи, ее дочка с вами живет. Я даже. Я не уверена абсолютно. Абсолютно. Итак, время вышло. Ингушский тюз, вам слово. Ну, мы считаем, что это Кантышева. Таюрт. Уверены? Ну, предположительно. Так, а как считаете вы? С нами в школе работала его дочка, ну это Икажева. Но я помню, вроде она всегда говорила нам про Кантышева. Таюрт. Могу ошибаться. Можете, но не ошибаетесь. Кантышева – это правильный ответ, по 3 балла каждой команде. Что изучает кантхолог? Может, не будем мудрить? Конхолог. Конхолог? вряд ли. Что это? Кстати, да. Да, я тоже. Не знаю, вы в прошлый раз так смотрелись эти. Сомневаюсь, честно говоря. Мне почему-то кажется, да. Нет. Такие вопросы задаете. Итак, команда, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз. Вы такие вопросы задаете, что отвечать неудобно даже. Да вы что? Да, это слова тоже из одного фильма очень знаменитого. То есть мы как бы совещались, но у нас нет конкретного ответа на этот вопрос. А какие версии возникают? Вообще после никаких. общения? Вообще И никаких. была версия, что мы знаем конечное вот значение лог, а вот кон, кто его знает? Можешь с лошадьми что-то? Может и связано, а может и нет. Спасибо. Да. Ну вот так. Ваш ответ. Мы пришли к выводу, что это наука о лошадях. Лошади все-таки звучат. Люблю это животное. А правильный ответ – раковины моллюсков. Из какого стихотворения эти строки? «Провозглашать я стал любви и правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменья». Говорит, надо дать название стихотворения. Конкретно. Название стихотворения. Нет, не похоже. Это на него не похоже по стилю. никак. Это твое А стихотворение. из какого стихотворения? Шикарно. Стихотворение надо. Нам же повторить. Название. Ребята все познают. Название надо. Если ты пишешь, нет, а стихотворение, да? Итак, команда, время истекло. Герои ремарка, ваш ответ. Мы, к сожалению, ничего не вспомнили. Совсем. Совсем. Разве что до авторов дошли, а до названия А как вы стихотворения- считаете, кто автор? Да и этого нету, в общем-то. Есенин назывался Маяковский, назывался Пушкин. Как вы видите, совершенно разные поэты. Абсолютно. Ну, в общем, версий нет. Жаль. Ваш ответ. У нас тоже было бурное такое обсуждение было, и мы и называли и авторов, и прочее. Ну, пришли к такому вот смерть поэта. Кто автор? Лермонтов. Лермонтов. Да. О Пушкине. Так? Ну да. Я понимаю. Я хочу сказать, что эти слова тоже были лермонтовские. А стихотворение называется «Пророк». Какой продукт используют в белом сливочном соусе марне для придания ему аромата? Белый. Кажется, мы используем для аромата. Белый. Чисто логически. Конечно. Вот, кстати. Мне кажется, что Хочу. Он не особо не надо. Сливки. Итак, команды, время вышло. Ингушский тюз, мы слушаем вас. Ну, поскольку соусов марне мы не кушали, Так. не ели, так сказать, но у нас был такой вариант, единственный, по-моему, ваниль.
Но у вас еще были версии. Вы просто выбрали за ответ Да, ваниль. да, мы Но были выбрали. еще версии. Озвучьте, пожалуйста. Сыр версия Сыр был была. еще. Сливки Сливки. были. Белый сливочный соус, да? Да, да, Так, остановились вы на ванили. Ну, для Хорошо. придания аромата. Ваш ответ? Мы тоже не ели это блюдо. Изначально у Соус, нас... точнее, да? Соус, да. Изначально у нас была версия мята, но потом мы с командой пришли к чесноку, Так. но капитан все же настоял на мяте. Но чеснок тоже был, Да, как версия. да. Французский соус, который готовится на основе соуса бешамель с добавлением яичного желтка и твердого тертого сыра. Жаль, что не взяли за основу. Назовите фамилию скульптора, автора гигантской статуи «Рабочий и колхозница», установленной на выставке достижений народного хозяйства СССР в 1937 году. 37 год. Вот тут-то вы и попались, эрудиты. Без обсуждения. В 37 году, а может быть? Зачем еще обсуждать, да? Что очевидно. Мы тебе доверяем, да. Кто у вас еще на слуху? Да, да. Он же новый старый. Казань, да? Не будем мешать соперникам. Что ж, команда, время истекло. Герои ремарка. Мы слушаем вас. Мы считаем, что это Трофимов. Так. Уверены? Нет, не совсем. Да. А вы знаете этого скульптора? Я своим ребятам не дал шанса даже пообсуждать, сразу написал ответ. Это Мухина. Вера Игнатьевна Мухина. 3 балла в вашу копилку. Скажите на ингушском языке сверчок. Я знаю. Точно? И да, вроде бы Мы да. так дома говорим. А это там орфография там не... Главное, что понятно. Время вышло команды. Ингушский тюз, вам слово. Ну, я тоже не дал пообсуждать нашей команде. Я считаю, что это Тизельки. То есть мы считаем. Тузы жёхамяха. Тизельки. Так, интересно. Как считаете вы? Мы считаем, что это бус-эхарки. Бус эх жёхам. Да, да. Ну, мы только что дошли. Сыч. Ну, неправильно и это. Цапцельк, правильный ответ. В какой стране находится спящий вулкан Попокатепетль? Какие названия? Все эти. Не-не-не, это именно название. Или оттуда, или из другой страны. Ну, еще там вариант, еще этот... Нет, ну, по слову я уверен, что это Да, да, по-моему. Время вышло команды. Пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. Честно говоря, ни разу мне это название не встречалось, но по тому, как звучит это слово, это вроде как индейцы Центральной Америки. У них такие были слова, такие названия, и мы предположим, что это была Мексика. Мексика. Да. Ваш ответ? Ну, мы считаем, выговорить, конечно, мы название вулкана не сможем, но нам кажется, что это страна Перу, Перу. Южная Америка. Это неправильный ответ. Мексика приносит вам 3 балла. И последний вопрос этого тура. Как зовут капитана в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой»?
Да, да. Услышала? Услышала наш ответ? Я читал. Услышала. Дайте первым мы скажем. Мы не подслушаем. Пусть они скажут первым. Что ж, команда, время вышло. Ингушский тюз, ваш ответ. Хорошо, буду отдуваться за всех. Это наша версия «Капитан Немо». Так, а какая версия у вас? Наша версия такая же, Капитан Немо. И добавить мне здесь нечего. По 3 балла каждой команде. Итак, по итогам второго тура герои Ремарка зарабатывают 15 баллов, ингушский тюз 12 баллов. Общий счет 25-22. Герои Ремарка лидируют. Итак, мы начинаем третий тур. В этом туре вы услышите 6 вопросов. На обсуждение каждого вам дается по 30 секунд. За каждый правильный ответ вы получаете по баллу. Сложите вместе число сторон квадрата, семиугольника, восьмиугольника и пятигранника. Какое число получилось? 19. Нет, это на логику. На логику. Почему? Сколько сторон? Нет, сторон сколько и сколько будет. Нет. Итак, команда, время истекло. Ингушский тюз, вам слово. Напрягая одну извилину, которая все-таки где-то в математике что-то смыслит, мы пришли к такому мнению, что ответ будет 16. Почему же? Мы прибавили четырехугольник к семиугольнику, а потом к пятиугольнику. А восьмиугольник куда дели? Как? Смотрите, посчитать это было совершенно несложно. Не надо быть великим математиком. Вы записали? Все мы сложили, да. Мы просто пропустили число 8. А записали вы? А записали только 16. 7 и 16. У нас Я приняла этот ответ, да? Вы пропустили? Да. Восьмигранник, да? Восьмигранник мы пропустили. Очень жаль. Очень жаль. У нас Очень получилось жаль. 24. Надо было слушать внимательнее ваш ответ. Мы сложили по названиям, и у нас получилось 24. И 24 – это правильный ответ. 1 балл в вашу копилку. Какого древнегреческого врача считают отцом медицины? Не-не-не. Это они знают. Подожди, пока оставь, когда она проверит, потом. Но и мы тоже знаем. Ну просто там шум был. Видишь, уверенно стоят. Итак, команда, ваши ответы. Герои Ремарка. Мы единогласно пришли к выводу, что это Гиппократ. Клятва Гиппократа, да? Ваш ответ? У нас аналогичная версия. Гиппократ. Озвучьте. Гиппократ. По баллу каждой команде. Назовите автора романа Тиен Сейри. Точно? Да. Точно? Да. Да. Черт. В этот раз он нам не помог, да? Черт. Азмат, стоять, держи. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Ингушский тюз. Не ошибайтесь. Ну, мы все так, недолго думая, посовещались, решили, что это Ахмед Боков. Ахмед Боков. Багровые зори. Да. Ваш ответ? Мы тоже долго не совещались. Единогласно Ахмед Боков, одно из наших любимых произведений, мое. «Багровые зори» и автор Ахмед Боков. Ахмед Боков – это правильный ответ по баллу каждой команде.
Какой объект в Нью-Йорке считается мировым наследием? Да. Я боюсь говорить, что все слышно. Нет. Мне кажется, то 100%. Даже грант-опера не является. Давайте. Ну, смотрите, не надо. Смотрите. Ну, давай. Символ независимости просто. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. И снова единогласно мы с командой решили, что это статуя свободы, которую подарили США, Франция после войны за независимость. Хорошо, ваш ответ. Так, они посовещались, а я констатирую, что это статуя свободы. И что тут скажешь? Констатация верна. По баллу каждой команде. Кто в 1991 году стал первым президентом Российской Федерации? В каком году? 91. Его я не знаю. Салам Ингушан. Скажи Салам. Как его полностью? Я сейчас скажу все. Время вышло, команды. Пожалуйста, ваши ответы. Ингушский ТЮЗ. Ассалам алейкум, Ингуши. Ельцин. Борис Николаевич. Ваш ответ. У нас аналогичный ответ. Мы также считаем, что это Борис Ельцин. Борис Николаевич Ельцин – это правильный ответ по баллу каждой команде. И последний вопрос этого тура. Сколько наград киноакадемии «Оскар» получил фильм «Титаник»? Если мы ответим правильно, мы в этом Ханзен Цабаль Кабахкбар. Кстати, я думала, вы про другую актрису спросите. Американскую актрису, которая не меньше получила «Оскар». Итак, команды, ваши ответы. Герои ремарка. Мы считаем, что это 11, и, насколько я помню, потом этот рекорд был перебит «Властелином колец». По-моему, там было то ли 13, то ли около того. Больше было, да. Ну, не уверен. Но вроде там было 11. Ваш ответ. Наш ответ также это 11. 11 – это правильный ответ по баллу каждой команды. И по итогам третьего тура герои ремарка зарабатывают 6 баллов, Ингушский ТЮЗ, к сожалению, 5 баллов. Общий счет 31-27. Итак, мы начинаем четвертый тур. В этом туре вы услышите 4 вопроса. На обсуждение каждого вам дается по 1 минуте. За каждый правильный ответ вы получаете по 4 балла. В Корее рождение ребенка, которому исполнился 1 год, празднуется необычайно торжественно. Конечно же, не обходится без подарков. Подаренные деньги символизируют богатство. Карандаш и бумага – знак того, что ребенок будет хорошо учиться. А что хотят пожелать, подарив ему нитки? Они же дарят нитки мальчикам и девочкам. Когда бумагу учиться, а с нитками что мы будем? Шить. Да. Подожди, смотри, может быть заключение брака. Связать чувством. Нет, почему 1 год? Там же не важно. 1 год они говорят. Судьбу. Нет, это не очень.
Что-то более конкретное. Тоже не очень. Мне кажется, все-таки Я не уверена. Шить не могут все. 1 год желаю. А какая ученица должна быть? Я не знаю. Давайте голосовать, что ли, да? Итак, команды, минута истекла. Давайте послушаем ваши ответы. Ингушский тюз. Так, ну, мы посовещались, и я решил, что нитки, наверное, это наше предположение, что нитки ребенку дарят пожелание прямой дороги в жизни. Ровная, да? Ровная, прямая дорога в жизни. Угу. А какие версии еще были? Ну, там много было. Я так пришла к мнению, чтобы это нитки, клубок ниток, это уют какой-то создать, домашний, чтобы он к концу жизни там, чтобы соткал этот ковер. Угу. Такой вот. Но все равно как бы вот что-то вот чтобы плоское, ровное, чистое, да? Чтобы вся жизнь у него была вот как нитки чиста, без... Ну, посмотрим, посмотрим. Ваш ответ? У нас было бурное обсуждение, и мне пришлось, как капитану, немного даже пойти против команды. Так. Здесь была версия у одного из игроков, у Левы, точнее, нитки. Мне эта версия, то есть удачный брак, мне эта версия больше понравилась. И вы взяли ее за основу. Этот да. ответ я удачный и брак, приняла. счастливый Удачный брак. брак. Да. Так. А так были еще версии долголетия, ну и вообще счастливой судьбы, так как нитки, ну, можно, есть такое выражение, плести нить судьбы и так далее. Но все-таки я склонился к версии удачный брак. А правильный ответ – долголетие. В итальянском городе Коккула 1 мая отмечают День покровителя города Святого Доминика. По примете, если в этот день в храме позвонить в колокол, ухватившись за веревку зубами, то можно избавиться от нее. Назовите ее 2 словами. Ладно, еще версии. Это просто. Мне кажется, мая была. Весна, что будет делать? Почему же весна? Ничего не надо больше. Если убирать, не надо. Ладно, еще версии. Двумя словами. Это тоже одно слово. Как с весной с 1 маем связано? Это никак не связано. Может связано, Ладно, что праздники, похмелье. Да. Мы следующий вопрос будем ждать еще минуту. Вы же сразу отвечаете. Итак, команды, пожалуйста, ваши ответы. Герои ремарка. Опять у нас были разногласия. Опять мне пришлось принимать сложные решения. Надеюсь, что не получится, как в прошлом вопросе. Угу. Были версии зубная боль и головная боль. Но мне кажется, что зубная боль, если он зубами будет хвататься за веревку, то это будет даже несколько парадоксально и более как бы связано с этим. То есть бывает, что клин клином вышибает, или типа того. Да. Может, что-то вроде этого. Зубная боль, Зубная ваш боль, ответ. да. А ваш? Наша версия – это тоже зубная боль. Еще версии Избавиться. были? Или сразу вот пришли к этому? Мы сразу пришли к этому. Зубная боль приносит вам по 4 балла. Египтяне подавали ее в вареном виде после обеда на сладкое. А Пифагор считал, что она поддерживает постоянно бодрость и веселое настроение. Говорят, что хлеб всему голова. Но она могла бы попытаться оспорить это утверждение. О чем речь?
Ушиная версия, внешняя версия. Но голова не подходит под эту версию. Что с головой связать? Да. Не-не-не, вареном, кипяченом понятно. На сладкое подойдет? На десерт. Сладкое опять вареное. Ну и что? Вареное, а не кипяченое. Нет, вареное не бывает. Время вышло, команда «Ингушский тюз». Вам слово. Опять капитану отдуваться, да, за то, что... Ну, кому-то же надо. Ну да. Как бы мы тут были разные версии, но мы пришли к одной. Это тыква. Тыква. А какие версии были еще? Ну, была кукуруза, там, дыня. Тут разные были версии, но пришли к единому тыкве. Тыква. Ваш ответ? Наш ответ – это капуста. Почему-то мы пришли к такому ответу. А версии были еще? Мы также, вода, опять-таки в вареном виде, получается, это не подходит, да, опять там. Почему-то мы остановились на капусте. Капуста. Да. А правильный ответ – речь идет о капусте. 4 балла в вашу копилку. И последний вопрос этого тура. Шахматист Владимир Симагин рассказывал, что однажды, играя на чемпионате СССР, который проходил в зале с большим количеством зрителей, сделал ход, который сразу показался ему крайне слабым. Симагин хотел немедленно сдаться, но его остановили они и дали понять, что ход на самом деле хороший. Назовите их словом иностранного происхождения. Дали и помогут словом иностранного происхождения. Типа того. То есть без разницы, в любом случае. Директор можно. Директор. Нет, как называют? Иностранное происхождение. Нет, они не будут сзади сидеть, они на улице спали. Они на улице спали. Думаю, что это плохой ход. Там хлопать не разрешают. Они не могут сзади сидеть, они ловят тебя на улице. После сделанного хода, в принципе, это... Что ж, минута вышла. Герой ремарка, вам слово. Ни один вопрос этого тура у нас не обходится без ожесточенных споров, Да, это слышно. во время которых моя команда начинает меня ненавидеть. В этот раз были разные версии. Папарацци, директоры, даже звучала версия. Так. Остановились на версии операторы, так как, может, те, кто снимал этот матч, может, они как-то подсказали. Понимаю, что версия не очень, но остановились на этой. Хорошо. Ваш ответ? Тоже как бы обсуждали долго, но поскольку это, я так понимаю, иностранное слово, Так. да, и оно прозвучало, как бы дав понять ему, что он сделал как бы правильный ход, наверное, это овация, либо аплодисменты. Что-то вот в этом. Овация. Аплодисменты. Аплодисменты, овация, да. Хорошо. В СССР турниры проходили в залах с большим количеством зрителей, которые неплохо разбирались в шахматах
Зрители оценили ход Симагина по достоинству. И аплодисменты подсказали ему, что ход на самом деле очень сильный. 4 балла в вашу копилку. И по итогам 4-го тура обе команды зарабатывают по 8 баллов. Общий счет 39-35. Итак, мы начинаем заключительный 5-й тур. В этом туре мне понадобится по одному участнику от каждой команды. Отвечать вам придется на 3 вопроса. Кто ответит быстро и правильно, тот и принесет баллы своей команде. В случае же неверного ответа у соперника будет возможность дать свой ответ, но засчитан он будет уже на 1 балл меньше. Готовы? Проходите. Пожалуйста. Какой частью тела занимаются офтальмологи? Пожалуйста, Алихан готов? Мне кажется, что это зубы, но... Стоматологи же. Нет, я подумал, что это тоже... Хорошо. Ваш ответ, Азамат? Мой ответ – глаза. Конечно Правильно. же, это правильный ответ. 2 балла в вашу копилку. Как мы скажем на ингушском языке вилы? Алихан? Шот. Была версия, Азамат? Счет. А чего опоздали? Шот – это правильный ответ. 3 балла в вашу копилку. И последний вопрос. Внимательно. Что такое дульцимер? Есть версии? Дайте знать, если есть. Алихан, пожалуйста. Честно говоря, никогда не слышал это слово, но так как что-нибудь ответить да надо, пусть это будет прибор для измерения уровня звука. Интересно. Азамат? Ну, тогда у меня будет версия уровень шума ветра. В любом случае, Пожалуйста, измерение да. чего-то. Да, измерение. А на самом деле музыкальный инструмент. Спасибо за участие. Проходите на свои места. И по итогам 5-го тура Алихан своей команде принес 3 балла, Азамат 2 балла. Общий счет 42-37. И со счетом 42-37 победу в сегодняшней игре одержала команда «Герои Ремарка», с чем я вас и поздравляю. Играли достойно, но хочу выразить особую благодарность команде «Ингушский ТЮЗ». Это было великолепно. Спасибо вам за эту игру. И я буду рада вас видеть здесь неоднократно. Приходите обязательно. И напоследок мне бы хотелось услышать мнение капитанов команд по сегодняшней игре. Муса, вам слово. Я от души благодарю, что меня пригласили. Я сначала упирался, потому что было много дел. А тут я пришел, я был шокирован, во-первых, эрудицией своей команды. Что-то новое узнали, столько лет работаете. Да? Плюс ко всему, я был приятно удивлен нашей команды соперников, молодые люди, очень эрудированные, и поскольку иногда доносилось до слуха их манера обсуждения, это было очень красиво, очень достойно, и я их поздравляю, конечно же, и всей командой мы поздравляем вас с победой. Молодцы, ребята. Муса, какие вопросы вам особо понравились? Что-нибудь отметили для себя? Нет, они все были такие немножко каверзные, немножко сбивающие с толку, особенно когда ты, да, и в капусте тоже там. Но самое интересное, когда ты знаешь, вроде бы, да, ты в этой области как бы находишься, и ты спотыкаешься именно там, где ты вроде бы все хорошо должен знать. Вот это тоже каверзность вот этой вот игры. Я благодарен вам за то, что вы придумали ее, и спасибо. Очень интересно. Спасибо большое. Вам Придете спасибо. еще? Конечно. А я буду ждать. Баркул. Алихан.
Надо сказать, я здесь в этой передаче участвую не в первый раз. И признаюсь, это самая интересная игра из всех, что я здесь провел. Очень сильные соперники. С самого начала я, честно говоря, был немного ошарашен их эрудицией, когда я думал, что я единственный человек, который знает, что столица Мадагаскара Антананариву, оказалось, что это не так. И игра была очень веселая и очень напряженная в какие-то моменты, особенно в последнем, не в последнем, в предпоследнем раунде. Страшновато было? Да, было очень напряженно. Нам повезло выиграть в этот раз. Еще раз благодарю команду соперников. Игра была очень интересная. И спасибо вам, что нас позвали и дали сыграть. И вопросы мне очень понравились сегодня. Больше всего нам понравилось, мы так посовещались, нам понравился вопрос по аплодисменту, который ответила команда соперников. Вот так. Я еще раз вас всех благодарю и буду ждать вновь и вновь. Спасибо. И хочу напомнить всем желающим принять участие в нашей игре, присылайте свои заявки на электронный адрес erudiты.tv@mail.ru. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Оставайтесь на канале Ингушетия и до новых встреч.